Окраину Сунжи не узнать. Совсем скоро здесь появятся очистные сооружения с канализационным коллектором и насосной станцией по перекачиванию сточных вод. А пока строители ведут разработку котлована, снимают верхний слой грунта и укатывают землю. На объекте сейчас задействовано около 70 специалистов и около 15 единиц техники. Здесь они задействованы монолитные работы, плотники в основном. На данный момент в котловане уже, после разработки котлована у нас укатка идет. После укатки у нас тощий бетон заливается. После этого уже армирование, опалубка и после армировки уже фундаменты будем заливать. До сих пор жителям Сунжи, Карабулака и Троицкого приходилось решать проблему с водоотведением с помощью выгребных ям. Это усложняло не только быт, но и отрицательно сказывалось на экологии. Ситуация, по словам местных властей, была уже близка к экологической катастрофе. Надзорные органы, природоохранные органы регулярно обращались с этой проблемой, потому что эта ситуация была близка к экологической катастрофе. Сооружение трудно переоценить для города Сунжи, потому что все объекты, которые находятся на территории города Сунжи, либо это были выгребные ямы, либо у частных жителей это были какие-то приспособленные ямы, либо для каких-то объектов социальных это локальные очистные сооружения, которые в итоге попадали в город Сунжу зачастую. В результате приходилось регулярно проводить инспекционные обходы, штрафовать собственников, но проблему это в большой степени не решало. Согласно проекту, производительность очистных сооружений составит 16 тысяч кубометров в сутки. Примерно такая же мощность будет и у сооружения аэробной стабилизации осадка и глубокой очистки сточных вод на биореакторах. Магистральный канализационный коллектор протянется от Карабулака до Сунжи на 20 километров. Сточные воды будут проходить несколько уровней очистки. Здесь у нас будут предусмотрены здания первичной очистки, механической грубой очистки, будут отстойники первичные, аэротанк будет, детенсификатор, стабилизатор ила, иловая площадка, и все уже после очистки будет выводиться в воду. Строительство очистного объекта идет в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. По планам подрядчиков, очистные сооружения и канализационный коллектор будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Тамара Хашагулькова, Магомед Таскиев, Новости 24.